уважаемые зрители, представляем вам вторую часть «Позорные страницы из истории жизни Северо-Осетинской Республики». Это геноцид и этническая чистка, устроенная северо- и юго-осетинскими бандформированиями в 1992 году по отношению к лицам ингушской национальности, проживавших на территории Северной Осетии. Представляем вам фотографии и данные жертв геноцида и этнической чистки 1992 года. Гадаборшева Мадина Ахмедовна, 1979 года рождения. Убита 21 октября 1992 года в селе Октябрьское пригородного района в результате наезда БТРа ОМОНа МВД Республики Северная Осетия. Первая жертва конфликта. Гатиев Микаил Джабраилович, 1958 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года в селе Куртат пригородного района. Гатиев Иса Абдулович, 1965 года рождения. Убит 31 октября 1992 года в селе Камбелеевское пригородного района. Кантемиров Магомед Баширович, 1968 года рождения. Был убит и сожжен 18 марта 1992 года в селе Чермен пригородного района. Ганижев Ахмед Израилович, 1952 года рождения. Следователь Назрановского РОВД. Проживал в селе Октябрьском пригородного района. Во время начала конфликта выехал в село Октябрьское за семьей, где был задержан осетинскими бандформированиями и убит. Похоронен на мемориальном кладбище в Назране. Газдиев Магомед Ахмедович, 1964 года рождения. Убит 1 ноября 1992 года в селе Чермен. Казгиреев Абукар Магомедович, 1966 года рождения. Убит 9 ноября 1992 года в селе Чермен. Гадаборшев Ахмед Хадисович, 1941 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Октябрьское пригородного района. Гадаборшев Амир Саламбекович, 1959 года рождения. Убит в селе Куртат пригородного района. Был привязан к столбу, обложен покрышками от машин и заживо сожжен. Останки были вывезены 9 февраля 1993 года в город Назрань Республики Ингушетия. Похоронен в селе Алиюрте. Гадаборшев Алихан Измайлович, 1931 года рождения. Убит в ноябре 1992 года в селе Куртат пригородного района. Найден в марте 1993 года и похоронен. Булгучев Руслан Алиханович, 1972 года рождения. Был студентом 4 курса Северо-Осетинского медицинского института. Убит 31 октября 1992 года в городе Владикавказе, на частной квартире, где он проживал. Булгучев Дауд Ахметович, 1953 года рождения. Убит 18 декабря 1992 года в селе Чермен. Фото, к сожалению, отсутствует. Боров Умар Хасанович, 1975 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Камбелеевское
пригородного района. Обратите внимание, уважаемые зрители, на год рождения этого мальчика. В 1992 году ему было всего лишь 16 лет. Боров Хасан Саитович, 1922 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Камбелеевское пригородного района. Богатырев Исрапил Мавлеевич, 1955 года рождения. Убит 8 ноября 1992 года в городе Владикавказе. Беков Зураб Даудович, 1968 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в селе Дачном пригородного района. Батажев Руслан Ясаевич, 1963 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в селе Дагорон пригородного района. Батаев Батырбек Хасанович, 1935 года рождения, находился в заложниках в тире ДОСААФ города Владикавказа по улице Гадеева, где и был убит 2 ноября 1992 года. Похоронен на мемориальном кладбище Озат Качмыш. Баркинхоев Руслан Султанович, 1939 года рождения. Полковник милиции, замначальника следственного отдела МВД Северной Осетии. Во время начала конфликта находился на работе. Убит 4 ноября 1992 года в поселке Корца. Баркинхоев Джамбулат Магомедович, 1975 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в поселке Южном. Уважаемые зрители, обратите внимание на год рождения этого юного мальчика. В 1992 году ему было всего лишь 16 лет. Барахоев Султан Умарович, 1954 года рождения. Убит 5 ноября 1992 года в селе Куртат пригородного района. Порохоев Магомед Хусейнович, 1958 года рождения. Убит в селе Куртат пригородного района. Барахоев Иса Магомедович, 1928 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года в селе Куртат. Барахоев Ибрагим Хусейнович, 1953 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в селе Камбелеевское. Аушев Юнус Магомедович, 1950 года рождения. Убит 31 октября 1992 года в селе Чермен пригородного района. Аушев Адам Хусейнович, 1961 года рождения. Во время начала конфликта находился в гостях у тети в селе Куртат. Убит 3 ноября 1992 года в селе Куртат выстрелом из снайперской винтовки прямо в сердце. Похоронен в селении Сурхахи Республики Ингушетия. Ахриева Фатима Абдуловна, 1941 года рождения. Была взята в заложники 3 ноября 1992 года осетинскими бандформированиями в районе поселка Редант-1 города Владикавказа. Тело найдено в Кабанском ущелье
В мае 1993 года со множественными огнестрельными ранениями и была похоронена в городе Назрань на мемориальном кладбище. Ахриев Мухарбек Висангиреевич, 1932 года рождения. Был взят в заложники 3 ноября 1992 года осетинскими бандформированиями в районе поселка Редант-1, города Владикавказа. Тело найдено в Кабанском ущелье в мае 1993 года со множественными огнестрельными ранениями. Был также похоронен на мемориальном кладбище в городе Назрани. Ахильгова Петимат Ильяс Хаджиевна, 1916 года рождения. Убита 1 ноября 1992 года в селе Чернореческом во время обстрела колонны мирных жителей БТРами МВД Северной Осетии со стороны военно-грузинской дороги. Похоронена в Жайранском районе. Ахильгов Шамиль Ибрагимович, 1962 года рождения. Убит 22 октября в селе Терк Северной Осетии сотрудниками МВД Северной Осетии. Похоронен в селе Терк. Ахильгов Муса Магомедович, 1955 года рождения. Убит 4 декабря 1991 года в селе Куртат пригородного района выстрелами из БТРа осетинскими бандформированиями. Ахильгов Микаил Бимбулатович, 1955 года рождения. Убит 3 ноября 1992 года в своем дворе в селе Чернореченском. Среди убитых был одноклассник осетин, на зов которого он вышел из собственного дома. Похоронен на мемориальном кладбище в Назрани.